дамы и господа. Нам трудно даже представить мир, в котором нет книг. К ней мы привыкли с самого детства. Она раскрывает перед нами удивительные тайны жизни и дает полезные советы в трудную минуту. Учит нас понимать самих себя. Перед нами раскрывается целый мир интересных событий, глубоких душевных переживаний, интеллектуальных открытий. Книги мы обязаны тем, что и сегодня можем наслаждаться шедеврами древней литературы. Казалось бы, каждый из нас давно знаком с понятием литературы. Но насколько литература многосложна и многозначима, мы порой даже не задумываемся. А ведь литература – это явление грандиозное. Она создана гением человека, является плодом его ума. Литература – это огромное хранилище духовно-нравственных ценностей. Не случайно 2015 год указом президента Российской Федерации объявлен в России годом литературы. В Хакасии инициатива президента была активно поддержана. За этот год в республике произошли очень много интересных, знаковых, заметных на федеральном уровне и совсем камерных мероприятий. И сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги года литературы в Хакасии. С особой радостью мы сообщаем вам, что в преддверии сегодняшнего праздничного мероприятия правительством Хакасии одобрена законодательная инициатива главы Республики Хакасия Виктора Михайловича Зимина об учреждении почетного звания «Народный писатель Республики Хакасия». На ближайшей сессии Верховного Совета этот вопрос будет рассмотрен депутатами. Для поздравления и церемонии награждения на сцену приглашается заместитель главы Республики Хакасия Владимир Александрович Крам. Добрый день, дорогие мои земляки. В зале я вижу лица людей, которые читают книги. Вы знаете, глава государства очень своевременно принял решение о реализации комплекса мер, направленных на повышение интереса к чтению, воспитанию культурного вкуса, любви к русскому и к родным национальным языкам. Мы в республике реализовали большое количество очень серьезных проектов в целях выполнения поставленной задачи. Среди многих мероприятий это развитие и продвижение национальной литературы, это расширение читательской аудитории, это активное вовлечение в культурную жизнь нашей республики жителей села, в том числе малых и отдаленных сел. И не случайно вот официальное открытие года литературы мы в нашей республике начали с презентации приобретенного, в том числе с помощью Министерства культуры Российской Федерации, специализированного библиоавтомобиля. Это своеобразная такая передвижная библиотека, оснащенная, будем считать по последнему слову техники. Среди множества мероприятий, в том числе и учреждение главой республики 2 литературных премий размером, цифра трехзначная, не буду точно говорить, дабы не плодить завистников. Это 2 премии. Плюс 2 именные студенческие стипендии для молодых прозаиков и поэтов. Но абсолютно очевидно, что за столь короткий срок такую амбициозную задачу в полном объеме выполнить невозможно. И есть общее понимание, что 2016 год и все последующие годы мы реализуем комплекс мероприятий, в том числе зарекомендовавших себя в 2015 году. И у нас тогда появится шанс, как у России, стать нацией, самой читающей в мире. Официально год культуры мы закрываем, но считаем таким подведением определенных итогов и планов на будущие годы по повышению интереса к чтению, развитию читательской аудитории и продвижению культуры в селе. Ну а теперь приступим к поздравлениям. Почетное звание Республики Хакасия «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия» присваивается Олегу Петровичу Шулбаеву, писателю, члену Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», кавалер ордена «За благие дела».
Почетное звание Республики Хакасия «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия» присваивается Юрию Тимофеевичу Кудряшову, председателю правления Хакасской региональной общественной организации Союза художников России, главному редактору газеты и художественно-публицистического журнала «Абакан», член Международного союза славянских журналистов. Почетной грамотой Республики Хакасия награждается Мария Адамовна Пьянова, заведующая Центром чтения и культурно-просветительских программ Национальной библиотеки имени Доможакова, автор проектов «Молодежные литературные понедельники», виртуальный марафон «Читаем Солженицына вместе», встречи с незаслуженно забытыми книгами и многих-многих других. Литературная премия главы Республики Хакасия имени Николая Доможакова за книги «Афганский капкан» вручается Геннадию Григорьевичу Синельникову, прозаику, поэту, члену Союза писателей России, советскому офицеру, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия. Литературная премия главы Республики Хакасия имени Моисея Баинова за создание оды на хакасском и русском языках «Язык хакасский мой» Телем Минен Хайхазым вручается Галине Григорьевне Казачиновой, известному хакасскому прозаику, поэту, драматургу, переводчику, члену Союза писателей России, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия. Именные стипендии главы Республики Хакасия вручаются молодым литераторам, поэтессе Полине Кандауровой, обладателю премии «Новые имена», лауреату премии имени Гумилева «Заблудившийся трамвай». Поэтессе Марии Окуневой, победителю республиканского конкурса «Радуга талантов», участнику 15-го международного фестиваля молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации за успехи в патриотическом воспитании награждается коллектив Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека». Награду получает Анна Ивановна Журба, директор Хакасской республиканской детской библиотеки. Также Анне Ивановне вручается сертификат на сумму 232 тысячи рублей из резервного фонда президента Российской Федерации на приобретение книг, которые пополнят фонды Республиканской детской библиотеки. Спасибо, Владимир Александрович. Поздравляю всех награжденных. Сожалею, что я не прикрепил эти значки, почетный работник культуры. Предполагал, что там будет кто-то из женщин, а как-то волнительно, я этого боюсь. Но уже ничего не вернешь. Поздравляю всех! Спасибо большое. «Афганский капкан» читает Фарид Загидулин. К сожалению, не стихают войны на планете. По-прежнему в вооруженных конфликтах при выполнении боевых задач гибнут молодые бойцы. Гибнут, честно выполняя солдатский долг. Подвиг во имя Родины священен и почитает всеми поколениями. Невозможно найти слова, которые способны облегчить горе потери родного человека. Я держу в руках потемневшую от времени
неношенную ее владельцем боевую медаль. Рассматриваю знаки солдатской доблести. Воин-спортсмен, гвардия, отличник советской армии. И с благодарностью думаю, что в критической боевой ситуации наш земляк, рядовой Будников, как настоящий солдат, сделал все от него зависящее, чтобы наша Родина оставалась такой же мощной и целостной. Он не посрамил чести воина-сибиряка и на своем конкретном маленьком боевом рубеже ценой собственной жизни не пропустил противника, выполнив тем самым поставленную задачу. Его подвиг как образец добросовестного исполнения воинского и интернационального долга, служебных обязанностей, стойкости, боевого мастерства, патриотизма и любви к своей родине и народу служит наглядным примером будущим защитникам страны, а также всем ныне здравствующим. Хакасия гордится своими сынами, которые героически защищали нашу землю, нашу Россию и в годы Великой Отечественной войны, и в горячих точках. Прекрасная, сильная древняя земля, дающая силы на подвиги, вдохновляющая талантливых людей на создание прекрасной музыки и великих литературных произведений, пронизанных любовью, благодарностью и восхищением своей Родиной. Галина Казачинова. Ода хакасскому языку исполняет автор. Язык хакасский мой, освещенный богородской травой, Тасхылом назову, шумящую тайгой, и мудрой матерью, и Несай рекой. Не исчезай, кем стану я и народ мой. Им улуханасым төрен телем, неме салбин тебем бір телем, хайхам, хада өрлим, тилим, шоны марали, силин тилим. Тілім, хайралым безим, төреші түдіп бізим, шонға сабылыр сын бізим, шидер бәні пар бізим. Тілім, арлим парсызым, шонымның шүре парызым, шіткеліксің, хұррай парызым, қиялларың қия парызым. Хыялларыбыз хыяпарсың. Хыялларыбыз хыяпарсың. В год литературы Национальной библиотеки имени Доможакова исполнилось 90 лет. Созданная в 1925 году как уездная, сегодня это многофункциональное учреждение, крупнейшее книгохранилище, книжная палата, современный информационный, просветительский и научно-методический центр Республики Хакасия в области библиотечного дела. Подарок главы Республики Хакасия «Библиопус» – мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания населения. В современной библиотеке на колесах есть многое, что может порадовать жителей республики. Яркие и красочные книги и журналы, планшеты и ноутбуки, презентационное и сервисное оборудование, удобная мебель и многое другое. А наличие гидроборта делает Библиомобиль доступным и для людей с ограниченными возможностями. С начала года Библиомобиль стабильно работает по 6 маршрутам, обслуживая жителей 18 сел и деревень. За этот год фонд библиотеки на колесах увеличился на 800 экземпляров книг. Оформлена подписка на 27 наименований журналов и газет для детей и взрослых. Читателям выдано более 9000 изданий. Общее число посещений превысило 4500 человек.
В текущем году библиомобиль совершил 180 выездов, проехав более 10 тысяч километров по Хакасии. В год литературы в библиотеке имени Домажакова с успехом прошли значимые проекты, некоторые из которых продолжатся и в следующем году. Большим праздником стал День хакасской книги. А 27 мая в Общероссийский день библиотек в рамках подписанного руководителем двух библиотек соглашения состоялось открытие удаленного электронного читального зала. Это обеспечило жителям Хакасии доступ к ресурсам президентской библиотеки имени Ельцина, фонды которой содержат в цифровом формате более 380 тысяч уникальных документов. В преддверии столетнего юбилея Александра Исаевича Солженицына Национальная библиотека Хакасии организовала литературный марафон «Читаем Солженицына вместе». За время проведения проекта в нем приняли участие 41 человек. В рамках 10-го республиканского библиофестиваля был реализован новый крупномасштабный проект Национальной библиотеки имени Николая Домажакова. Республиканская поэтическая эстафета «Я помню, я горжусь», посвященная 70-летию Победы, Великой Отечественной войне и Году литературы. Поэтическая эстафета шествовала по республике ровно 40 дней. В ней приняли участие более 5000 человек из 97 городов и сел Хакасии. Вот уже второй год подряд Государственный Центральный театральный музей имени Алексея Александровича Бахрушина в рамках соглашения о сотрудничестве в качестве дара направляет в Хакасию уникальные издания о культуре, искусстве и мемуары, изданные музеем. В 2014 году в библиотеке республики было передано более 2000 экземпляров новых книг. Столько же новых изданий поступило в республику в этом году. Такая поддержка особенно важна и значима. Читатели Хакасии с искренней благодарностью принимают этот дар. На сцену приглашается заместитель генерального директора Государственного Центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина Александр Михайлович Рубцов. Здравствуйте. Любовь и привет вам от нашего музея. И я хотел бы зачитать сейчас особое поздравление генерального директора Дмитрия Родионова всем, кто любит книгу, всем, кто сегодня здесь присутствует на этом замечательном торжестве. Вообще, наше расстояние очень короткое, оно на расстоянии одного удара сердца. У нас давно очень яркие творческие отношения с правительством Республики Хакасия, поэтому вот обращение к Светлане Анатольевне, в первую очередь. Дорогая Светлана Анатольевна, дорогие коллеги, для Театрального музея имени Бахрушина участие в культурной жизни Хакасии стало не только важной частью реализации договора о сотрудничестве, подписанного несколько лет назад между правительством Хакасии и нашим музеем, но, как мне представляется, нашей эмоциональной, интеллектуальной потребностью в общении с замечательными людьми, деятелями культуры Хакасии. Громадное событие, предстоящее открытие в Абакане современного комплекса для Национального музея имени Козласова, не может не радовать и дает уверенность, что комплекс станет подлинным культурным центром, объединяющим деятелей культуры и искусства не только Хакасии, но и всей России. Об этом можно говорить с уверенностью, так как опыт проведения культурных форумов в Хакасии показывает, что здесь умеют профессионально организовывать и провести масштабные мероприятия всероссийского масштаба. Предложить обширную программу с актуальной тематикой и неформально, тепло и радушно принять каждого участника. Мы готовы внести свою лепту в творческую программу Центра и открыть постоянную экспозицию в Абакане «Шедевры из собрания Государственного Центрального театрального музея имени Бахрушина». Заканчивается год, объявленный в России годом литературы. Безусловно, сегодня особенно важное внимание к книге, всегда являвшейся в нашей стране не только источником знания, но и нравственным и духовным воспитателем поколений. Сейчас нет дефицита книжной продукции, много самой разнообразной литературы. Но нельзя не заметить, что много книг исключительно для досуга.
и низкого художественного качества. Много справочников откровенно сомнительных, много компилятивной литературы, и это не может не тревожить. По-прежнему труден путь книги к читателю. Тиражи скромны. Все больше небольших издательств, которые, как правило, специализируются в области классической литературы и мирового художественного творчества, закрываются. Миссия современной библиотеки становится неизменно более трудной и сложной задачей в условиях, когда информационные технологии вытесняют книгу из сферы духовной потребности человека, определяя ей роль исторического раритета. Поэтому, как мне представляется, сегодня роль библиотекаря становится, как в никакие другие времена, исторически значимой для нашей культуры, так же, как и роль учителя родного языка и родной литературы. Приобщение юного человека к сокровищнице мирового искусства, умная и деликатная воспитательная работа способствует становлению сильной личности. Человек, который будет знать название деревьев и цветов, растущих рядом с родным домом, который сможет отличить хорошую, добрую, светлую книгу от книги посредственной, разрушающей, агрессивной. Этот человек всегда будет нужен близким обществу, отечеству. Примите самые добрые пожелания здоровья, сил, терпения на этом непростом, но таком радостном творческом поприще генеральный директор Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов. Сертификаты на комплекты книг вручаются директорам общедоступных библиотек Республики Хакасия. Национальной библиотеки имени Николая Георгиевича Домажакова Юлии Викторовне Костяковой. Директору Хакасской республиканской детской библиотеки Анне Ивановне Журба. Директору Абаканской централизованной библиотечной системы Надежде Васильевне Мальцевой. Директору централизованной библиотечной системы города Черногорска Людмиле Павловне Табачной. Директору Саяногорской централизованной библиотечной системы Марине Алексеевне Головиной. Директору единой сети библиотек города Словска Галине Юрьевне Егоровой. Директору Абазинской централизованной библиотечной системы Юлии Валериановне Затуловой. Сертификаты вручаются директорам районных центральных библиотек. Любови Александровне Трефиловой, Алтайская центральная районная библиотека. Зинаиде Абрамовне Такаяковой, Аскизская центральная районная библиотека имени Кирчичакова. Татьяне Викторовне Шефер, Бейская межпоселенческая районная библиотека. Татьяне Николаевне Калавиной, Багратская централизованная библиотечная система. Наталье Васильевне Дубровиной, Таштыбская межпоселенческая центральная библиотека. Светлане Владимировне Никель, Орджоникидзевская центральная библиотека. Людмиле Николаевне Прохоровой, исполняющей обязанности директора Усть-Абаканской централизованной библиотечной системы. Марине Валерьевне Щемелевой, Ширицкая межпоселенческая центральная библиотека. Предлагаем сделать фото на память со всеми. Мне просто хотелось в среднюю полосу,
без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться, затеряться в самой внутренней России, если такая где-то была жива. И вдруг-таки дали мне местечко, высокое поле. От одного названия веселая душа. Название не лгало. На взгорке миров Ложков, а потом других взгорков, цельно обмакнутое лесом, с прудом и плотинкой, высокое поле было тем самым местом, где не обидно было жить и умереть. Там я долго сидел в рощице на пне и думал, что от души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше, когда ниоткуда не слышно радио, все в мире молчит. Вот куда завела меня мечта о тихом уголке России. А ведь там, откуда я приехал, мог я жить в глинобитной хатке, глядящей в пустыню. Там был такой свежий ветер ночами, и только звездный смог распахивался над головой. В 2010 году Хакасской республиканской детской библиотекой была объявлена Республиканская читательская ассамблея «Читай, мечтай, дерзай». Детям было предложено не только придумать интересные названия для газеты, но и прислать свои литературные произведения в стихах и прозе. Так и получился первый выпуск газеты о книгах и чтении словами детей и подростков под названием «Страна Читалия». И очень символично, что именно в год литературы газета «Страна Читалия» отмечает свой маленький юбилей. Вот уже 5 лет, периодичностью 1 раз в 2 месяца, издается эта познавательная и развлекательная газета для юных читателей Республики Хакасия. На страницах «Страны Читалия» ребята со всей Хакасии публикуют свое творчество. Юные книголюбы делятся впечатлениями о самых интересных прочитанных ими книгах, узнают о литературных датах и необычных праздниках. И многое-многое другое. С праздником! Страна Читалия! Конечно, это не единственное достижение детской библиотеки. У влюбленного в свое дело коллектива невероятное количество проектов для детей и их родителей. Проект студии творческого чтения «Малыш, пойдем в библиотеку» призван помочь каждому маленькому читателю создать свой собственный мир общения с книгой, почувствовать радость от знакомства с литературными персонажами. Вот уже 2 года существует проект этнической мастерской «Создаем костюм, играя». Целью проекта стало создание этнической мастерской по изучению детьми хакасского народного костюма и украшений в процессе творческой игры. В этом году в Хакасской республиканской детской библиотеке начала работу Школа географических наук «Путешествуем по странам и континентам» с книжным агентом Настей. Этот проект поддержан экспертным советом благотворительного фонда Михаила Прохорова в рамках открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании». В год литературы не остался в стороне и театр. Так, например, в Русском драматическом театре имени Лермонтова реализуется уникальный для Хакасии образовательный проект «Театральные уроки для школьников» – особый жанр спектакля, позволяющий учащимся лучше усвоить школьную программу. Литературная основа уроков – это прежде всего глубокие гуманистические идеи, занимательный сюжет и восхитительный, живой и колоритный русский язык.
Русский театр открывает школьникам Хакасии мир великой русской литературы и богатства языка, пробуждают интерес к чтению, формируют здоровую привычку к посещению театра. Еще один проект детской библиотеки – литературная гостиная «Встреча». Это знакомство с книгой и людьми, которые пишут интересные произведения о красоте и богатстве нашей республики, проходят в форме презентаций книг, литературно-музыкальных вечеров, позволяющих наиболее ярко представить творчество писателей и поэтов Хакасии прошлого и современности. Подготовка встреч с писателями проходила в тесном сотрудничестве с Домом литераторов Хакасии и Хакасской региональной творческой организацией «Союз писателей». Еще один новый проект, которому нет аналогов в регионах России – «Писатели Хакасии детям», который продолжится в 2016 году. Для церемонии награждения на сцену приглашается министр культуры Республики Хакасия Светлана Анатольевна Охотникова. Дорогие мои пишущие и читающие коллеги, я рада приветствовать вас на официальном мероприятии, посвященном закрытию Года литературы в Республике Хакасия. Но мы-то с вами понимаем, что это только начало, что это хороший старт, а впереди большая совместная работа книги. Я вас всех поздравляю и, думаю, начнем. Благодарность главы Республики Хакасия за большой вклад в воспитание любви и уважения к чтению среди школьников Республики Хакасия, их приобщение к духовному наследию Хакасии и активное участие в проекте Хакасской республиканской детской библиотеки «Литературная гостиная «Встреча» вручается Наталье Марковне Ахпашевой, поэтессе, публицисту, члену Союза писателей России, члену Союза журналистов России, кандидату филологических наук, кавалеру ордена за благие дела. Партнеру всех проектов нашей республиканской детской библиотеки. Наталья Марковна, вам огромное Благодарность главы Республики Хакасия за большой вклад в воспитание любви и уважения к чтению среди школьников Республики Хакасия и неоценимую помощь в издании республиканской познавательной газеты «Страна читалия» вручается Илье Прокопьевичу Топоеву, драматургу, писателю, переводчику, члену Союза писателей России, Союза журналистов России и Союза театральных деятелей России. Благодарность главы Республики Хакасия вручается Ольге Александровне Кноблах, прозаику, члена Союза писателей России. Спасибо, Светлана Анатольевна. коллеги, литературные премии, стипендии для молодых, издание книг, новые проекты детской библиотеки, видите, настолько яркие, мощные, отмеченные российскими премиями. У нас ежегодно по 2 премии российского уровня получает наша детская библиотека за свои творческие проекты, которые поддерживают писателей Хакасии. Поэтому у нас с вами большое будущее. Мы будем читать, мы будем самой читающей республикой в Российской Федерации. С праздником вас! В Год литературы с Союзом писателей Хакасии совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия реализован проект «Писатели Хакасии детям», аналогов которому в регионах России пока нет. Литературный рюкзачок с книгами прозы, стихов, истории, краеведения на русском и хакасском языках перевозится с одной школы в другую, и под руководством учителей-словесников и библиотекарей их читают учащиеся. А после ребята принимают участие в республиканских конкурсах на лучшее отображение творчества местных прозаиков, стихотворцев, драматургов в таких жанрах, как видеоклипы, эссе, рисунки и тахпахи. В 2016 году проект «Писатели Хакасии детям» будет продолжен с учетом первого опыта.
Мы уверены, что количество школьников, которые возьмут в руки книги писателей Хакасии и будут участвовать в различных конкурсах, возрастет. На сцену приглашается министр образования и науки Республики Хакасия Галина Александровна Салата. Уважаемые коллеги, позвольте поздравить с успешным проведением, подведением итогов Года литературы. Проводя мероприятие в уходящем году, мы с вами достигли очень важного. Все их проводили в тесном сотрудничестве образования, культуры, общественных организаций. Я считаю, что именно это позволило достичь хороших результатов. Мы работали с очень многими структурами. И самая главная задача, которая ставилась перед нами, я полагаю, мы ее достигли, заключалась в том, чтобы не только прививать любовь к чтению, не только актуализировать стремление ребят прочитать ту или другую книгу, самое главное – пропустить ее через себя, понять ее содержание, выразить свое отношение к книге, к сюжету, выразить свое отношение к автору. И действительно, очень здорово получился проект «Писатели Хакасии детям». И мы благодарны членам Союза писателей за ту огромную работу, которую они провели в наших образовательных организациях. Их ждали, ждут и будут ждать с продолжением этого проекта. Благодарность главы Республики Хакасия вручается Юрию Анатольевичу Иванову, члену Союза писателей России, поэту, прозаику, публицисту, инициатору проекта «Писатели Хакасии детям». Спасибо большое. Слово предоставляется председателю Комитета по культуре, образованию и науке Верховного Совета Республики Хакасия Ларисе Борисовне Карповой. Дорогие друзья, уходит в историю 2015 год. Он был очень непростым в целом для страны и, в частности, каждого для нас. Но я считаю, самое главное, что мы вынесли из этого года, этот год объединил российское общество. Объединил не только на внешнеполитической арене, он объединил его в идеологическом пространстве. И объединением стало два огромных года. Это 14-й год, год культуры, и 15-й год литературы. Объявив 15-й год как год литературы, правительство поставило две таких очень серьезных задачи. Это поддержать литературу и поддержать русский язык посредством привития интереса к чтению. Как сказал наш президент, на сегодняшний день идет мировая тенденция снижения интереса к чтению, но мы мириться с этим не можем. Перед нашим обществом стоит задача, а задача эта стоит перед всеми нами, потому что мы ответственны перед цивилизацией за сохранение русской литературы с ее глубоким, глубинным, гуманным потенциалом. И вот с чего же начинается сохранение этой русской литературы и литературы в целом? А начинается с приобщения к чтению. И я благодарна, что 5 лет назад любимая нами всеми Светлана Анатольевна обратилась к депутатскому корпусу с просьбой помочь пополнить сельские библиотеки. И вот на протяжении 5 лет, 2 раза в год, депутаты фракции «Единая Россия» собирают средства свои собственные, приобретают детскую художественную литературу и везут
в сельские библиотеки. Спасибо вам, Светлана Анатольевна, у вас всегда море идей. Но мало привить интерес к книге. Как сказал Александр Архангельский, который не часто бывал, наверное, еще будет у нас в Республике Хакасия, что сегодня стоит задача масштабная. Не только любовь к книге. Самое главное, надо привить интерес к чтению. И вот сегодняшняя группа ребят, стоящая на этой сцене, показывает, что с любовью к чтению в Республике Хакасия все нормально. Благодарственным письмом Верховного Совета Республики Хакасия награждаются волонтеры, юные корреспонденты газеты «Страна читания». Софья Гонзюкевич, город Абакан. Ксения Новоселова, город Абакан. Кристина Изосимова, город Абакан. Благодарственным письмом Комитета по культуре, образованию и науке Верховного Совета Республики Хакасия награждаются Ирина Ломова, город Абакан. Вероника Григорьева, город Абакан. Илья Миненков, город Абакан. Даниил Чаптыков, город Саяногорск. Александра Пан, село Шира. Дарья Масловская, рабочий поселок Усть-Абакан. Лариса Борисовна, просим вас также сфотографироваться на общую фотографию на память. Спасибо, Лариса Борисовна. На сцене ансамбль хора «Каданс», руководитель Марина Штарк, солист Евгений Берш. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе.
Михаила Еремеевича Кельчичакова принимает участников республиканского летнего литературного лагеря для пишущей молодежи. Подобных творческих проектов в республике еще не было. Участниками литературного лагеря становятся молодые дарования со всей Хакасии. В рамках проекта проходят мастер-классы, встречи с членами Союза писателей, тематические беседы и обсуждение работ молодых авторов. Программу литературного лагеря проводят члены Союза писателей Хакасии и России. А у начинающих литераторов есть уникальная возможность презентовать свои работы, раскрыть свой потенциал, перенять опыт и знания писателей, а также погрузиться в творческий мир литературы. Место для создания литературного музея в зале Верхняя Тёя было выбрано не случайно, потому что именно на этом участке по-прежнему стоит старая лиственница, которую Кельчичаков воспел в своих стихах. Именно в этом месте он черпал свое вдохновение. Музейный комплекс вмещает в себе национальные юрты, наполненные как аутентичными, так и оригинальными предметами, принадлежащими в свое время Михаилу Еремеевичу Кельчичакову. Пишущая машинка, фотографии, черновики рукописей. Это не просто музей, а писательский уголок. Место для творческих встреч молодых писателей и место для вдохновения. На сцену приглашается министр культуры Республики Хакасия Светлана Анатольевна Окольникова. На сцену, поскольку в зале самые умные, самые читающие люди Хакасии, я кланяюсь вам. Благодарность главы Республики Хакасия за значительный вклад в развитие литературного творчества Хакасии, за всемирную поддержку молодых литераторов, проявленную инициативность и активность во время проведения республиканского литературного лагеря на базе литературного музея имени Михаила Кельчичакова, вручается Юрию Анатольевичу Черчинскому, члену Союза писателей России, писателю, заслуженному работнику культуры Республики Хакасия, редактору Дома литераторов Хакасии. Валентине Гавриловне Шулбаевой, члену Союза писателей России, драматургу, поэту, прозаику, заслуженному работнику культуры РСФСР, заслуженному деятелю искусств Республики Хакасия, кавалеру ордена Сапкотигова. Надежде Никифоровне Баргаяковой, заведующей литературным музеем имени Кельчичакова, филиала музея-заповедника Хуртояхтас. Валерию Викторовичу Полежаеву, члену Союза писателей России, прозаику, поэту, журналисту, члену рукоделия журнала «Абакан». Я рад, что сегодня день моего рождения совпал с этим торжественным мероприятием. Нескончаемые аплодисменты. Что можно пожелать рождения творческому, пишущему и талантливому человеку? Больше книг и издателей, которые поддержат и дадут читателю ту литературу, которую читатель сегодня ждет. С праздником, с днем рождения! Спасибо, Светлана Анатольевна. Дорогие коллеги, у нас в Хакасии действительно только один на сегодня литературный музей, и он самый молодой, ему всего 3 года, но за 3 года действительно столько идей, столько творческих проектов. Вот один из них – это литературный лагерь для молодежи. Конечно, он очень важен для молодежи, пишущей. И я хочу поблагодарить наставников, наших мэтров, которые только что были на этой сцене, и которым вы аплодировали.
Эти люди в течение недели живут в юртах, пишут под лиственницей, в тайге, на реках, ну, в общем, в горах, отдают свой талант нашей молодежи. А это значит, у нас с вами, у пишущей Хакасии, есть будущее. Спасибо еще раз. Низкий поклон вам, дорогие наши наставники. На сцену приглашается проректор по непрерывному образованию Хакасского государственного университета имени Катанова Наталья Александровна Пропой. Уважаемые друзья и коллеги, год литературы, наверное, позволит нам еще раз убедиться, что молодежь и книга, молодежь и литература – это связь, которая не потеряна. Хотя наша нынешняя молодежь нас удивляет. Мы привычны были к тишине библиотек и шелесту страниц. Они же успевают наслаждаться шедеврами мировой литературы в любом состоянии. Потому что книга сегодня приобрела своеобразное совершенно воплощение. Это электронная книга, это любые способы передачи связи. Да, немножко для нас странно, но, наверное, и хорошо, что вот этот год литературы – это как мостик между традицией и той современностью, которая позволит нам все-таки сохранить главное – любовь к духовному наследию, к литературе. Так много мероприятий в этом году подтвердило, что у нас хорошие традиции. Вот действительно университет и Министерство образования Республики Хакасия 10-й раз проводили Дни славянской письменности, прекрасные мероприятия, которые объединяют и молодежь, и профессиональное сообщество, Дни тюркской письменности, тот финал республиканского конкурса, который проходит при организации, при совместном, так сказать, усилии кафедры хакасской филологии и Хакасской национальной гимназии или интерната имени Николая Федоровича Катанова. Это конкурс, который называется «Звездочки». Значит, это мероприятия, которые подтверждают, что у нас очень много ярких ребят, талант которых еще будет только развиваться. Отмечу, особым подарком в этом году кафедра хакасской филологии подготовила книгу «Перевод на хакасский язык русских сказок». И проектов было много. Я очень надеюсь, что те начинания, которые и научная библиотека университета в этом году имела, издательство, конференции научные, которые проходили, все это будут новые традиции. Они позволят нам еще более развить формы взаимодействия на уровне республики и университета, как то звено, где молодежь, окрепнув после школы, приобретает уже профессиональный уровень, несет дальше тот багаж, которым мы его, в общем-то, вооружим за эти годы. И сегодня очень приятно 3 молодых литераторов поздравить. Они сейчас, я думаю, будут объявлены и выйдут на сцену. Приглашаем на сцену активных участников литературного лагеря молодых литераторов. Надежду Сидельникову, студентку 3-го курса Института экономики и управления Хакасского государственного университета имени Николая Федоровича Катанова. Дмитрий Кабанюков, перспективный молодой прозаик из села Кирба Бейского района. Алексея Сагадаева, начинающего драматурга, лауреата университета главы Республики Хакасия молодым литератором 2014 года, артиста Хакасского театра драмы и эпической музыки Чепигена. Мы благодарим вас.
и 100 характеров здесь люди проживают. А бурелом охотников встречает такой, что даже лошадь не пройдет. Народам, племенам здесь счету нет. Их различают лишь язык да кожа цвет. Но чистота и цвет один у крови. Известно всем сибирское здоровье. Вот перевалы стройные стволы. Здесь кедр лежит упавшим обелиском. Упал он даже каплей смолы своих соседей кедров не забрызгал. И молодая поросль так стремится увидеть солнце на спине бревна, и с черноглазой тюремкой стройна стоит березка рядом белолица. Здесь папоротник без границ, как некая зеленая блокада, из скопища разнообразных птиц здесь выводить птенцов счастливых рада. На месте том, где кедр могучий пал, стал молодняк разноплеменный. Кедр в молодости место уступал, хоть был силен, необыкновенный. Потомок мой придет за мною вслед, народа век не оскорбит другого. Вот ты, мое взволнованное слово, могучим будь, как тот таежный кедр. Исполнение артиста Кавказского национального драматического театра имени Капанова Максима Сухрикова прозвучала трелка из баллады о бревнах Михаила Чищакова. Меценатство. Слово не совсем привычное для нас. Все его слышали хотя бы раз в жизни, но правильно объяснить суть этого термина под силу далеко не каждому. А ведь Россия всегда славилась тем, что благотворительность и меценатство составляли неотъемлемую часть ее давних традиций. И сейчас мы предоставляем слово нашим многолетним партнерам, друзьям, тем людям, которые понимают, что от сохранения и развития культуры и искусства зависит духовное будущее нашей страны. На сцену приглашаются директор общества с ограниченной ответственностью «Астра» Татьяна Сергеевна Сорокина и солистка Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Чапкова, народная артистка Хакасии Людмила Арештаева. Дорогие друзья, я рада воспользоваться такой редкой возможностью, когда можно сказать слова благодарности, потому что в основном мы слушаем замечательное творчество со сцены и никогда не имеем возможности сказать слова благодарности. Низкий поклон вам за вашу работу. Хочется пожелать больших творческих успехов, чтобы у вас творчество не прекращалось очень долгие годы, и мы слушали и наслаждались. Как мы украшаем людей снаружи, так вы украшаете наши души. И побывав на концерте, послушав прекрасную музыку, хочется жить, творить, радовать людей. И всего-всего хочется доброго в этом мире. Спасибо. Шалахай куннам арлах ширсулжларым. Добрый день, добрый вечер уже, дорогие друзья. Я должна сказать, что этот проект «Поэты Хакасии» не был бы, наверное, настолько красочным, если бы в нем не приняли участие наши заслуженные артисты. Замечательная солистка республиканской филармонии Мария Янгулова и заслуженная артистка Республики Хакасия Ираида Ахпашева. Я хочу особо поблагодарить нашу замечательную поэтессу. Сегодня она уже выходила на эту сцену. Это Галина Григорьевна Казачинова. Очень немаловажно сделать перевод, то есть перевести стихи с русского языка на хакасский, чтобы ни в коем случае не потерять суть именно того сладостного хакасского языка. И
Я очень часто обращаюсь к Галине Григорьевне. Она совершенно безотказно, очень любезно всегда предоставляет такие потрясающие тексты, от которых стынет кровь. Я хочу сказать, что в 1987 году при поддержке правительства Республики Хакасия вышла в свет замечательная книга «Шарх Кунуширм. Мой солнечный край», куда вошли драматурги, поэты, писатели, прозаики. Их столько много, и ты лишний раз убеждаешься, что насколько богата наша священная хакасская земля. У великого хакасского поэта Михаила Еремеевича Кильчичакова есть замечательное стихотворение, которое называется «Я б хотел». Я в переселение душ не верю. Но когда бы предложили мне, я б хотел не птицей и не зверем, кедром стать в родимой стороне. На яру высоком на рассвете солнце освещало бы меня, радовались птицы бы и дети, глядя на могучего меня. Мои кедровые орешки, что послаще множества иных, я ронял бы в руки людям здешним. В землю милой Родины глубоко врос бы я. Попробуй, свороти, до меня завидя издалека, каждый торопился бы дойти. Летом тень дарил бы я густую, от дождя под кроной укрывал, вечную, великую, простую истину бы людям открывал. Как бы ты ни жил и что б ни делал, путь один среди множества путей. Благо жить на свете этом белом, если сам ты благо для людей. Совершенно замечательно, что открылся музей имени Михаила Еремеевича Кильчичакова. Несмотря на свой молодой возраст, это действительно и год литературы, который совершается, это только большое начало, ибо именно этот год всколыхнул всю Россию на тот уровень, что книга – это очень важно. И я должна сказать, что те поэты, великие хакасские поэты, это те кедры, которые будут жить вечно. Спасибо. Мы благодарим вас, Людмила Александровна. На сцену приглашается соучредитель торгового дома «Премьер» Валентина Николаевна Абрикосова и Оксана Сергеевна Горбатова, директор муниципального автономного учреждения культуры Аскизского района Ангаковский музей-заповедник Хуртуяхтас. Оксана Сергеевна приняла активное участие в подготовке и проведении республиканского летнего литературного лагеря для одаренной молодежи. Огромное спасибо за ваш труд. Мы благодарны всегда вам и всегда будем помогать вам в ваших делах. Я вам желаю дальнейших успехов, новых побед творческих. Всего замечательного. На сцену приглашается генеральный директор компании «Трапеза» Марина Викторовна Семенова и Виктория Кимовна Кулемеева.
директор Хакасского республиканского национального музея-заповедника. В Год литературы в музее-заповеднике была реализована инновационная интерактивная программа «Сказания и легенды земли Хакасской». Желаем вам новых свершений, творческих успехов, мира, любви и добра. А сейчас приглашаем всех на праздничный фуршет в фойе 2-го этажа. До свидания. До новых встреч.